Подразделения полиции Коми продолжают поступать ложные сообщения о преступлениях. Заявители при обращении в дежурную часть всегда предупреждают об ответственности, но те все равно идут на откровенный обман и ложь. Что грозит псевдопотерпевшим и лжесвидетелям, в рубрике «Полиция сообщает», расскажет представитель МВД Вера Железова. Чаще всего граждане пишут ложные заявления о несуществующем криминале в порыве злости или из чувства мести, чтобы насолить своему обидчику. Эмоции проходят, а последствия остаются и довольно серьезные. Заведомо ложный донос о преступлении, даже небольшой тяжести, обернется для псевдопотерпевшего или свидетеля уголовным делом. Жительница Вуктыла возвращалась домой с гостей. В подъезде у нее возник конфликт с компанией подростков. Со стороны молодежи посыпались оскорбления. Пожилая женщина не смогла сдержать обиду и решила отомстить. Приняв на грудь, она позвонила в дежурную часть полиции и сообщила: на лестничной площадке на нее напали хулиганы, избили и отобрали мобильный телефон. В ходе следствия выяснилось, что женщина все выдумала. Вину в инкриминируемом деянии в ходе следствия и судебного разбирательства дела жительница Вуктыла не признала. Суд сжалился над пенсионеркой и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 6000 рублей. А 26-летний житель Ухты сообщил об угоне своей машины. Проверка выявила, автомобиль, оказалось, попал в аварию. Водитель скрылся с места происшествия. Однако в ходе оперативных мероприятий полицейским удалось установить, что за рулем машины был вовсе не угонщик, а сам хозяин. Мужчина сознался в обмане, пояснив, что просто испугался ответственности за совершенную аварию. Гражданин может быть наказан штрафом в размере 120 тысяч рублей, либо в размере заработной платы или иного источника дохода в период до 1 года, или исправительными работами, обязательными работами, принудительными работами на срок до 2 лет, или арестом на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 2 лет. А вот житель Ижмы уже выслушал приговор суда за ложное сообщение о покушении на убийство. Сельчанин пожаловался полицейским на то, что сосед несколько раз выстрелил в его сторону. Впрочем, как выяснилось, ничего подобного не происходило. Лжепотерпевшему пришлось сесть на скамью подсудимых и по приговору получить год лишения свободы в колонии общего режима. И это еще мягкий приговор, ведь максимальный срок – 3 года. На такие криминальные выдумки полицейским приходится тратить силы и время. И все для того, чтобы в итоге опровергнуть их. Между тем, времени на раскрытие настоящих преступлений и помощь людям, которые действительно попали в беду, остается меньше. Вот почему стоит запомнить, такой вариант мести далеко не самый лучший способ удовлетворить собственное эго. Прямо как в поговорке: «Не рой яму другому, сам в нее попадешь».